После церемонии инаугурации глава региона дал интервью журналистам телеканала «Россия-24». Махмуд Али Мушарипович, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Да, поздравляю с избранием и вступлением уже в должность. Расскажите, какие задачи вы видите перед руководством региона на ближайшую перспективу? Спасибо. Сейчас доложусь, проинформирую. Хотел в первую очередь спасибо вам сказать, что нашли время в своем очень сложном сетке 24 телевидения, Вести. И хотел бы сказать, что основные задачи, которые мы их излагали и в преддверии выборов, у нас основные задачи на сегодняшний день – это вопросы водоснабжения, водоводов. Очень много у нас регион новый и очень большое количество, можно сказать, населенных пунктов, которые там было 200-300 подворий, на сегодняшний день за 1000. То есть развивается республика, увеличивается численность населения, конечно, домовладение и строительство идет. Поэтому в первую очередь стоит водообеспечение. Для этого у нас есть проект и экспертиза. И я надеюсь, что мы в 2025 году начнем строительство водовода. По некоторым причинам мы его перенесли с 2024 года на 2025. И поэтому самое главное это. Второе, вопрос республики очень серьезно стоит об экологии. Этот вопрос как бы серьезный. У нас достаточно много десятков рек, озер. И получилось так, что упущение в этой части. Мы хотели бы целую программу вырабатываем, чтобы было для жителей республики в целом доступные водоемы, реки, озера, которые бы позволяли себе, то есть позволяли бы то, чтобы можно было ими пользоваться. И у нас стоит вопрос образования. Президент Владимир Владимирович Путин ставил вопрос о трехсменной. Мы от нее ушли по образованию. На сегодняшний день у нас 20-25% есть еще второсменка, и мы должны от нее уйти. И, естественно, часть того, что у нас, как традиционно вводится, безработица, но мы увеличили очень много, достаточно много рабочих мест, промышленность, те или иные задачи поставлены. И мы можем сказать, что сегодня я хотел бы пояснить, что специалисты у нас более 30 колледжей, и сегодня стоит вопрос, чтобы мы с Министерством образования и с компаниями, с другими бизнесменами, мы хотим конкретизировать учебу и специалистов, чтобы согласование, контракты или договорные были отношения с колледжами, специалисты, которые нам нужны конкретно на данном предприятии. И мы с бизнесом встречались, с Министерством образования, Минэкономики, и хотим проработать этот вопрос. Это тоже очень важно. А социальные объекты, мы сегодня можем сказать, что это огромный объем, и благодаря национальным проектам, который определил и, так скажем, смотрит, контролирует наше правительство и идея президента, нами было с 19 по 24 год конкретно с нуля построено и введено в строй и сдано для обучения и воспитания детей 37-49 детских садов. Но я хотел бы заметить, Юрий, что это не просто школьные места или места в детском саду. Это рабочие места. Понятно, что учителя школы, воспитатели детских садов, около 8 тысяч рабочих мест. Хватает ли кадров педагогических?
Кыргызстане у нас достаточно, у нас университет, у нас есть факультет, у нас, кроме того, на обучении находится в других регионах, начиная с нашей столицы и в других, обучение, и мы понимаем программу строительства нацпроектов, и в это же время мы отбираем Министерство образования, правительство за этим следит. И мы кадры специализированные, то есть специальности, которые нам нужны, мы определяли за год, за два, за три, чтобы они у нас конкретные, мы не нарушили ни один график строительства нового объекта. Это могу сказать точно. И поэтому у нас та потребность, она заранее была определена и обговорена, что и другие студенты, которые выезжают или здесь, мы обеспечиваем их рабочими местами. И у нас нехватка, честно признаюсь, как преподаватели, директора школы говорят, и Министерство просвещения, физиков, математиков. Еще один вопрос, если позволите. Да. Ингушетия в 4 региона с максимальным темпом прироста турпотока. За полгода, вот я смотрю цифры, регион посетили более 65 тысяч туристов. Как оцениваете темп создания инфраструктуры? Если можно, лаконично ответьте, пожалуйста, времени не так много, эфира у нас осталось. Хорошо, я понял, лаконичность это понятно. Так я вам скажу, что мы просто-напросто, первое, создали условия. У нас благодаря фонду Сафмар создал более 25 кемпингов вдоль Асинского ущелья и в нашем Жириновском районе, куда в основном к нам прибывает. Кроме того, у нас есть Архиз, и где у нас по Кавказ РФ вложено было, то есть планировано 13 миллиардов, но мы уже развиваем его, чтобы люди могли приехать к нам и отдохнуть. Красоту не буду выделяться из наших субъектов кавказских. У нас достаточно красивые и удобные для всех. Ну и последний штрих. Нами было предложено жителям республики, которые в горном месте находятся, дома, гостевые дома сделать, где дети выехали, где-то что-то. Вот около более 20 домов гостевых. Сами жители, то есть ты приезжаешь, есть, значит, телефоны, куда звонишь и приезжаешь с семьями, и семья принимает их. И они живут, и туристические базы. До сегодняшнего... Интересный такой формат туристический. Честно говоря, ни разу не пробовал в таком формате отдыхать. На Северном Кавказе был много раз, в том числе и на мотоцикле. Махмуд Али Макшарипович, благодарю вас за комментарий. Спасибо большое, что приняли участие. Еще раз поздравляю с избранием, вступлением в должность. Спасибо вам, приезжайте еще.